Не поддаваться обману в соцсетях, быть осторожными при пользовании интернет-ресурсами, ни в коем случае не разглашать свои персональные данные, призывают в МВД. Этим также могут воспользоваться преступники в социальных сетях. С каждым днем появляется все больше различных пабликов и сайтов, негативно влияющих на психику детей. Родители просят больше внимания уделять увлечениям детей, замечать, где и с кем они проводят свой досуг, на какие паблики тратят время. К сожалению, тенденции современной жизни таковы, что наши дети большую часть времени именно проводят в интернете, общаясь со своими сверстниками не на улице, на футбольном поле или стадионе, а именно в социальных сетях. Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда под именем, никами в тех же самых социальных сетях сидят не их знакомые, друзья и сверстники, а преступники. И вроде, казалось бы, родительское сердце спокойно, что их ребенок находится дома, за компьютером, в своей комнате. Однако, возможно, именно в этот момент в отношении вашего ребенка может быть совершено самое страшное. Он может быть вовлечен в суицидальный квест. Не стесняйтесь контролировать своего ребенка. Это, в принципе, достаточно просто и легко. Подпишитесь на все аккаунты в его социальных сетях, просмотрите его страницу, на какие паблики он подписан, с какими аккаунтами он общается. Бывают и такие случаи, когда под видом интересной достаточно группы, неважно, ребенка, взрослого человека, вовлекают в одно направление, а аккаунты потом перепродаются и используются, к примеру, в преступных действиях, деяниях, да, и ребенок, да и взрослый человек, собственно говоря, может быть таким образом незаметно втянут в какие-то неформальные организации, которые действительно может негативно потом отразиться. Поэтому в первую очередь разговаривайте с ребенком, интересуйтесь. Очень много родителей чаще всего прикрываются желанием побольше заработать, обеспечить свое, естественно, свое чадо, но нужно забывать, что ребенку нужна еще и любовь, забота и понимание. Если вам все же стало известно, что в отношении вашего ребенка совершаются какие-либо противоправные действия, не бойтесь, не стесняйтесь, в любое время звоните по телефону 112 и сообщайте о всех подозрительных фактах.